У Виталика день рождения 3 мая. И 3 мая ему исполнится 18. Ну, конечно, мы его не так себе представляли. Августа шел со стороны Дворца культуры металлургов. В сторону своего дома подъехала гражданская машина, вылезло оттуда 4 больше человек. Начали избивать. Были от дубинки следы на спине, на ногах. Были ушибы тела, лицевой части. Фингалы стояли под глазом. Не мог ходить, на одну ногу хромал. 17. Ну, вы видели 17. Это вот больше, чем вот это вот, ну, 2 метра. 2 метра, и он как бы, оно не видно, что он несовершеннолетний. У них же на лбу не написано. Хотя он при задержании, он говорил, что я несовершеннолетний, вы не имеете права меня трогать. Он в Бобруйске, в детской воспитательной колонии, ну, там, говорят, вроде как в санатории, ну, конечно, дисциплина как в армии, но именно вот с точки зрения там еды и всего остального, что ну, примерно как в санатории, только свидания пореже. Если первые 2-3 дня он думал, что все-таки может что-то изменится, может выпустят, может еще что-то, то после 21-го он просто начал уже вот, ну, жить. Ну, я это назову, начал жить. Если раньше он в голове гонял вот это вот все, а если б так, а если б так, а если бы вот это вот, я бы, наверное, на свободе был, то потом он, ну, забил на то, что было, и просто вот начал уже думать, что будет. И, ну, это, наверное, хорошо. Он уже улыбается, могу сказать так. Есть дети, которые на свиданиях плачут. Наверное, он хотел заплакать. Вот в первый раз он, наверное, хотел заплакать. Это через 2 дня после суда я приехала. Он сдержался. Так. Я тоже старалась сдерживаться. Остальные дни нет, он не плакал. Я ни в чем не виноват, я ничего не кидал, я признал то, что я там был, но я там просто был с друзьями за компанию, и это было наше место, где мы постоянно занимаемся спортом. Мы договорились, что в этом году, ну, он вот Турции, Египте, он сказал, я не хочу, с тобой вдвойне не хочу, я хочу куда-нибудь один поехать. И он выбрал Барселону. И мы договорились, что вот как только ему исполняется 18, мы делаем визу, и он один едет в Барселону. Ну, так совпало, что до Барселоны он в этом году не доедет. Но, с другой стороны, он и так бы и так не доехал, потому что сейчас вот эти ковиды, поэтому даже и не обидно. Ему, наверное, даже и не обидно. По письмам очень сложная история. Ему отдают только мои письма через раз, родственников. Называют фамилию, ты должен адрес назвать, либо называют адрес, и ты должен фамилию назвать. Только при таком условии отдают. И даже в городе бывает такое, что просто на улице встретят, как бы, ой, держитесь, там, обнимут, там, денежку какую передадут, приветы. Ну, неожиданно, приятно, да. Ой, у нас были сложные отношения, мы как кот с собакой, но сейчас вот все наоборот, сейчас все наоборот. Я все время думала, скорее бы 18, скорее бы 18. Я ему все время говорила, что все, 18, я тебе пендаля, и все, идешь куда хочешь, мне все равно, куда ты идешь. Ну, так получилось, что не все равно. Наверное, это были слова такие, ну, просто слова. Ну, а сейчас вот тоже действиями, наверное, показываю. Стараюсь, что-то придумываю, выдумываю, что вот, ну, потому что все-таки, мне кажется, он не готов к этому. Он, ну, не воспитывался в такой среде, чтобы сразу вот заехать и сказать, что там у меня папа сидел, у меня мама сидела, и я тут все знаю, и вот я такой. Нет, он домашний ребенок. Сейчас, вот вы знаете, у него было время, наверное, подумать, и он сказал, что все-таки он хочет пойти на высшее, пойти на программиста, и именно Минск. Программа Калиновского нет, только Минск. Не знаю почему, только Минск, только программист. Делали открытку, его друзья собрались, родственники, сфотографировались с листочками, на листочках были буквы написаны, и из этих букв составили с 18-м днем рождения, и это все оформили в открытку и отправили, ну, чтобы наверняка от 5 разных людей.
Ну и я надеюсь, конечно, что дойдет. Очень хочется, потому что мне кажется, что ему будет приятно всех увидеть.